Тем временем в Коми приступили к ремонту дорог. Как и в прошлом сезоне, наибольший объем работ в столице республики. Только по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Сыктывкар получил 390 миллионов рублей. Алексей Корчма знает подробности. Строго по часам дорожная техника на Интернационале начинает работу в 7 утра и глушит моторы лишь в 7 вечера. На шум и пыль жители соседних домов особо не жалуются, можно и потерпеть. Благоустройства люди ждали не 1 год. Сначала фрезеровка, затем формирование подготовительного слоя и выравнивание дороги. Дальше заливка свежего асфальта, установка новых бордюров и устройство тротуаров. Сдача объекта по плану в 20-х числах мая. Здесь ремонт был необходим, так как очень глубокая колейность и большая ямочность. Движение закрыто на участке полностью, но так как протяженность участка 860 метров, заезды во дворы, заезды людей к месту работы осуществить другим способом невозможно, поэтому движение частично все-таки не прекращается здесь. Сухая и теплая погода помогла дорожникам начать ремонты раньше обычного, и первые результаты уже есть. Теперь важно не допустить ошибок, цена которых десятки, а порой и сотни миллионов рублей. Об этом говорит глава республики Владимир Уйба на правительственном совещании по подготовке к следующему отопительному сезону. Вчера положили асфальт, ровно через 2 дня приходит экскаватор и начинает рыть под траншею, под трубы. Значит, коллеги, недопустимая история. Сводите свои планы, да, и делайте по-людски и с экономией. Вы же так дома не делаете. Поэтому сначала вы выстраиваете сроки проведения укладки сетей, замены сетей. Только после этого кладите асфальт или ремонтируйте дорожную сеть. Ситуации, когда раскопки для замены водопровода или теплотрасс проводят аккурат по новому асфальту, в Сыктывкаре стараются не допускать. Планы ремонта своих сетей ресурсники согласовывают с дорожно-строительными организациями. Из-за этого, правда, иногда затягиваются сроки асфальтирования. Дорожникам приходится ждать, пока закончат энергетики. Мы свои работы синхронизируем с дорожными компаниями. И мы до того, как они укладывают новый асфальт, мы производим диагностику тепловых сетей. Если видим, что труба имеет какой-либо износ, то мы принимаем решение и отключаток трубы меняем. В столице Коми в этом году отремонтируют 14 участков дорог протяженностью чуть более 14 километров. Стоимость работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 390 миллионов рублей. При производстве работ мы особое внимание уделяем и безопасности, в том числе и пешеходов. Мы все пешеходные переходы, которые будут делаться в рамках этого проекта, в рамках ремонта этой улицы, да и других улиц, мы будем приводить в соответствие с установленными стандартами. Поэтому на этих дорогах будут появляться новые искусственные неровности, будут появляться перильные ограждения, которые будут оберегать пешеходов, либо предотвращать на проезжую часть выход детей. Объемы, сроки и качество работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» контролирует региональная МинЖКХ. Серьезных срывов быть не должно. Отопительный сезон удалось завершить раньше намеченного срока. Соответственно, компании, которые осуществляют работы, это ресурсники наши, Коми типа Палты Плюс, они смогли работать начать раньше. Ну и, соответственно, сроки у нас эти все корректируются, да, то есть и к столетию Республики Коми мы имеем все шансы, так сказать, со строительными работами из города выйти, да, и население, и гости нашей столицы, прибывшие на столетие республики, смогут насладиться городом в полную степень. Большой объем работ ожидается в Сыктывкаре на Малой Объездной. Ее отстроят едва ли не заново. Дорога, связывающая микрорайон Орбита и местечко Дырнес, существенно разгрузит Октябрьский проспект. Пробок станет меньше. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитальный ремонт 3,5 километров Малой Объездной обойдется почти в 195 миллионов рублей. Я даже не помню, когда она была построена и когда ее ремонтировали последний раз. Там очень большой объем работы. Перекладка труб, подъем проезжей части и асфальтирование. Думаем, что в октябре месяце мы это дело закончим. Вовсю идут работы и в Эжвинском районе столицы. В планах отремонтировать улицу Юности, Весеннюю, участками Школьный переулок, проспект Бумажников и улицу Калинина. На Эжвинский район выделено 60 миллионов рублей. За эти деньги мы сделаем 4
километра 300 метров автомобильных дорог. Значит, 5 дорог, которые мы будем ремонтировать. Значит, 4 из них полностью, 100%. Значит, ну и одна частично будет дорога сделана. Значит, хочу обратить внимание ваше еще, что мы в этом году совместили программу БКД с комфортной городской средой, с общественными территориями. Вот мы находимся на улице Калинина сейчас. И здесь у нас как раз по комфортной городской среде сделан уже пешеходный тротуар полностью по улице, по всей, с выходом на Ухтинское шоссе и на проспект Бумажников. И, соответственно, будет полностью отремонтирована проезжая часть по улице Калинина. А это уже Ухта, и здесь пока что ямочный ремонт. Начали с путепровода. В планах работы по всему городу, включая проезды, которые тоже входят в оперативное управление предприятия Ухта спецавтодор. Такую же работу проведут и в поселках. Сначала, конечно, подготавливается площадь, потому что из-за малой площади подготовленной мы асфальт горячий не повезем. Во-первых, он остынет по дороге, во-вторых, это, конечно же, сама работа, она настолько запланирована и сплоченная, потому что здесь задействован и каток, здесь задействован и погрузчик, и самосвал, и количество людей увеличивается значительно. То есть это сразу где-то человек 5-7 выходит непосредственно на ямочный ремонт, на укладку горячей смеси. И плюс это короткий срок выполнения работы. В течение 2-3 часов мы должны ее положить, иначе смесь начинает остывать. Ремонтировать дороги в этом году планируют по набережной Газовиков, улице Куратова, Мира, на перекрестке с Первомайской, затронутый участок проспекта Ленина. Ориентировочно 25 мая в муниципалитете начнется ремонт общественных территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. На Водном, это Октябрьская улица, там тоже тротуар, освещение, зеленая зона. И сразу после этого переходим на Ярику. Эти две общественные территории у нас потянули тоже 30 миллионов рублей. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми, в этом году в республике отремонтируют более 30 километров дорог. На приведение их в нормативное состояние из республиканского и федерального бюджетов выделено почти 737 миллионов рублей.